Старт новому предприятию дают первые лица республики и руководство завода. Тут же запускается огромный барабан, в котором предварительно сушится строительный песок. В конвейер попадает уже готовая смесь. Рабочие только и успевают подставлять и складывать мешки. Основные виды продукции, которые будут выпускаться на этом заводе, это штукатурки, клея, это клея для плиток, для керамогранита, клея для теплоизоляции, шпаклевки, полы, наливные, стяжки. Для местных жителей новый завод – это еще и возможность трудоустроиться. Здесь создадут больше 50 рабочих мест. Кстати, в штат уже набрано около 30 сотрудников. В их числе Экраман Алиев. Работа не пыльная, говорит он, а главное – возможность трудоустроиться в родном городе. Я уже не первый раз работаю на этой машине. Это как бы моя вторая машина, даже третья, по-моему. Работаю как бы... Для меня не опасно, но для окружающих надо там смотреть заднее зеркало, чтобы посмотреть, а есть там кто-то, нет кого-то. При погрузке тоже надо быть поосторожнее. Объект реального производства, которого не хватало республике. Такую оценку предприятию дает глава региона. Юнусбек Евкуров отмечает, остаться без заказов заводу точно не грозит. Ведь это первое предприятие в республике с таким востребованным ассортиментом продукции. Это для республики, если мы говорим о производимой продукции, все-таки уже своя продукция. Раньше она была завозима из регионов России. Сегодня уже мы можем поставлять в различные регионы страны. Это первое. И второе, это все-таки рабочие места, это доходы в бюджет, ну и это имидж республики. Поэтому уверен, что и инвестор, и другие предприниматели все постараются делать так, чтобы объемы и производства, объемы и продаж, и реализации с каждым годом росли. Особое внимание глава региона инвестора попросил уделить именно условиям труда рабочих. Ведь такое производство не самое экологичное. Что могу обещать? Создание благоприятных, удобных условий труда, чистоту, порядок, столовую, душевые, спецодежду, день в день зарплату, премии, все социальные условия, защиту социальную, больничную, все, что нужно для людей. Надо переходить на новый уровень качества отношений в бизнесе, в работе, в труде. В предприятие вложено 67 миллионов рублей. Это третий завод, запускаемый компанией ТИМ в стране. Два других открыты в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Когда собственник предприятия выбирал место, именно город Карабулак, вы не ошиблись. Над городом Карабулак был таким вот промышленным и аграрным центром республики, можно сказать. На территории Карабулака всегда были, еще бытность СССР, промышленные объекты. Это очень важный момент в экономике нашей республики. То, что мы движемся к процессу замкнутого цикла, когда республика не только обеспечивает своими строительными материалами и изделиями нашу республику, но мы реализуем и вне пределов нашей республики. И это очень показательно. И хотя официальный старт новому предприятию дают сегодня, на заводе уже успели выпустить первую пробную партию продукции. И первые заказы, кстати, тоже есть. Пока здесь планируют выпускать сухие строительные смеси на цементной основе, но в планах наладить производство и на гипсовой. На начальном этапе предприятие планирует выпускать до 6 тысяч тонн готовой продукции в год. А при запуске на полную мощность эту цифру планируют довести до 9 тысяч. Новое предприятие для Карабулака – это не только дополнительные поступления в местный бюджет, а еще и новый старт в промышленном производстве. Продукция уже сегодня пользуется спросом. Как я говорил, доставка аналогичной продукции из других регионов уже в зависимости от расстояния от 20 до 50 рублей там, на каждый мешок добавляются транспортные расходы. И здесь уже сегодня приглашены дилеры из Чеченской республики, из республики Дагестан, местные наши ребята. Так что уже востребованность есть. Первая партия продукции завода на региональном рынке появится уже в ближайшее время. Хади Добриева, Мейрбек Миржоев, Новости 24.